Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и сегодня мы будем говорить о самых важных событиях в Украине, в мире и в оккупированном Крыму. И начнем мы с новости. Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова просит оказать медицинскую помощь политузнику, крымчанину Олегу Приходько. Его состояние здоровья катастрофически ухудшилось. Я напомню, что он сейчас незаконно содержится в следственном изоляторе номер 1 в Ростове-на-Дону. И по информации Людмилы Денисовой, у него хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, а также двухстороннее нарушение слуха и зрения. И руководство российского СИЗО не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи. И она призывает помочь нашему гражданину, потому что он из-за того, что плохо слышит, он лишен и права на справедливый суд и не может эффективно получать правовую защиту. И даже, как сообщает Людмила Денисова, неоднократные обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медобследования и лечения остались без внимания. А я напомню, что Олег Приходько был задержан ФСБшниками в оккупированном Крыму 9 октября прошлого года. В САКах его обвинили якобы в подготовке теракта, изготовлению взрывчатых веществ. И якобы он готовил теракты. Один из них, сначала его обвиняли в том, что он хотел подорвать Сакскую мэрию, а потом его обвинили в том, что он готовил взрыв в Генеральном консульстве Российской Федерации во Львове. На прошлой неделе было судебное заседание уже против Олега Приходько. И вот сейчас с нами на связи Назим Шейхмамбетов, его адвокат. Добрый вечер. Добрый вечер. Назим, можете рассказать подробности последнего заседания и действительно ли состояние здоровья Олега Приходько ухудшилось? Можете нам рассказать, что с ним сейчас? Да, наверное, начну с его состояния здоровья. Действительно, обострились его старые заболевания. Катализатором, так можно сказать, стала и несвоевременная передача посылки, отправленная Олегу Аркадьевичу родственниками. Буквально где-то по истечении месяца небольшую, но она была выручена. К сожалению, там содержались лекарства, ввиду того, что месяц практически был без препаратов всего слов, у него обострились заболевания. Плюс осень, мы знаем, что в крупных регуляторах без того сыра, без того климатические условия оставляют отмучивая. Ввиду этого он простудил ухо, поскольку нет вентиляции в камере, им приходится открывать окно и сквозняком продуло ухо, и у него были серьезные проблемы со слухом. После неоднократных обращений ему поставили уколы и какие-то капли от его слов, после чего ему стало немного лучше, но опять-таки, учитывая, что Олег Аркадьевич и так с одно ухо и так достаточно плохо слышит, со вторым ухом сейчас проблемы возникли, он практически, нельзя назвать его глухим, но очень серьезные проблемы со слухом. В последних заседаниях это было ярко видно, когда суду приходилось неоднократно повторять, и мне приходилось повторять Олегу Аркадьевичу, что происходит, какие вопросы обсуждаются и так далее. Что касается судебного заседания последнего, в ходе него мы заявили ходатайство об исследовании информации с базовой станции, но это сотовые вышки, если перевести на язык обывательский. Я немножко поясню здесь. Олегу Аркадьевичу, по мнению защиты, в ходе обыска подбросили телефон, на котором содержится переписка с неким лицом о подготовке террористического акта. И в этом телефоне была вставлена сим-карта. Мы с самого момента задержания в суде неоднократно говорили, что это фальсификация. В суде мы заявили, что эта сим-карта Олегу Аркадьевичу принадлежит. Согласно полученных сведений, данная сим-карта зарегистрирована на третье лицо. И мы потребовали
суда, последнее заседание, что суд нам истребовал у сотового оператора, который работает в Крыму, где находился в зоне действия каких сотовых вышек находился этот абонентский номер. Вот на завтрашнем заседании мы планируем получить ответ от сотового оператора Крыма, где эти базовые вышки, где находился, собственно, этот абонент во время переписки с лицом, где обсуждались планируемые якобы террористические акты в Украине и в Крыму. Я благодарю вас за подробную информацию о состоянии Олега Приходько, о том, как развивается так называемый судебный процесс. Назим Шейхмамбетов был с нами на связи. А мы переходим к еще одной теме. 5 лет назад, в эти дни, Крым погрузился в темноту. В Херсонской области были неизвестными взорваны электроопоры, и была прекращена поставка электроэнергии в оккупированный полуостров. И именно тогда это произошло в ночь с 21 на 22 ноября 2015 года. И в те дни тогда крымско-татарские активисты не дали восстановить эти опоры. Тогда даже происходили столкновения с батальоном полиции, который возглавлял Илья Кива, нынешний народный депутат из ОПЗЖ. Тогда он себя называл активистом Майдана, но при этом это не мешало ему противодействовать активистам и рассказывать о том, что нужно восстанавливать электроснабжение. Вот тогда это все случилось, и власти сначала пытались эти опоры починить, но потом поняли, что на самом деле хватит уже помогать оккупантам властвовать в Крыму. Это уже был третий этап блокады. Сначала была водная, потом торговая, а теперь это энергоблокада. И то, что там произошло в Крыму, назвали блэкаутом. Российским властям понадобилось приложить огромные силы и огромные ресурсы, чтобы сначала завозить на полуостров энергогенераторы, подключать к дизелям все объекты, потом строить ТЭС для того, чтобы обеспечивать электричеством оккупированный полуостров. И вот только по предварительным оценкам прямой ущерб российскому бюджету составил 2,5 миллиарда рублей. Если говорить о косвенных ущербах и денег, вложенных потом в строительство 2 ТЭС, это общий объем ущерба, по оценкам самих же оккупантов, составил 100 миллиардов рублей. Вот сейчас с нами на связи эксперт Майдана иностранных дел, экономист Юрий Смелянский. Добрый вечер. Добрый вечер. Если говорить об эффективности энергоблокады, то как можно оценить с позиции сегодняшнего дня те события? Но я бы говорил не только об той ситуации, природных, климатических, погодных и социальных условий, которые вдруг привели к тому, что одновременно упало несколько опор линии электропередач. В целом о ситуации того момента, когда в сентябре 2015 года представители Меджлиса крымско-татарского народа объявили о своей готовности начать гражданскую блокаду оккупированных. Вот, потом вначале началась товарная блокада. Вот вы вспомнили о водной блокаде. Не знаю, я что-то в 2020 году, оборачиваясь, уже на прошедшие почти 7 лет оккупации, по факту, да, это блокада, но на самом деле просто так сложились условия и поведение самих оккупантов, что весной 2014 года вода в Крым пришла, Днепровской. Не было возможности подготовить Северокрымский канал, ну и решения, которые были приняты тогда властью, не вести переговоры. Уже был принят закон о временно оккупированных территориях, не вести переговоры, не признавать оккупационные власти в Крыму. Ну, по факту привели к тому, что весной, как обычно каждый год,
в Крым приходила Днепровская вода или в конце марта, или в начале апреля, в зависимости от погодных условий, она не пришла. И слава богу, что пока она туда не приходит. С нами Вот сейчас всё на это связи, в я вас обществе- пока перебью, оставайтесь с нами, не отключайтесь. С нами на связи участник энергоблокады Евгений Яранцев, ветеран батальона «Айдар». Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. А вы, когда вспоминаете о тех событиях, что первое вам приходит в голову? Как вы оцениваете то, что произошло тогда, 5 лет назад? Я думаю, что организация энергоблокады Крыма в то время — это был первый шаг Украины к освобождению Крыма от рашистских оккупантов. Это и на самом деле первый шаг на большом пути, когда мы вернем Крым к себе. Я был свидетелем в 2014 году, когда аннексии Крыма Россия ввела свои войска, которые называла зелеными человечками. Я помню растерянность наших военных. Я помню растерянность патриотов Украины, когда ничего не делали для того, чтобы Крым защитить. И я помню, как в 2015 году буквально ко мне шквал звонков был и с Крыма, и давайте, перекрывайте этим гадам электричество. Не давайте им воду, мы вас ждем здесь. Это вот был действительно первый шаг. И я думаю, что в историю он войдет именно как первый шаг к освобождению Крыма, возвращению ее в Украину. Вы помните тот день, как все происходило, какие были настроения, была ли уверенность, что вы делаете все правильно? Уверенность была, что мы делаем все правильно с самого начала. Когда мы увидели, что на нас пытаются двигать войска, то у нас была четкая решимость: не отступим, не дадим восстановить. Оккупант не получит ни электричества, ни воды, потому что люди с той стороны надеются на нас. И они готовы были. Вот я говорю, мне звонили, мы тут готовы, правильно, дайте еще русским, не давайте им электричество. Мы будем сидеть тут в темноте, но не давайте, сопротивляйтесь. И когда пришли войска, кстати, самый активный там был как раз Илья Кива, а рядовые бойцы сразу, в общем, сказали, что не-не-не, мы не вмешиваем. Кива там бегал, кричал, строил их по-всякому. Но когда Кива, кстати, увидел, что там канал АТР ведет прямую трансляцию, тут и у него тоже энтузиазма очень сильно поубавил. Вот это я помню очень хорошо. А как это все происходило? Можете сейчас рассказать, вспомнить, как все началось? Вот прогремели взрывы, упали опоры. И что было дальше? Приехала сначала ремонтная бригада. Посмотрели, что происходит, отзвонились. И у них была одна просьба: не взрывайте, не перекрывайте здесь, не взрывайте еще в новогоднюю ночь. Мы дежурим, нам это не нужно, у нас там праздник. И они уехали. Потом приехали на дорогу, несколько машин приехало, из них начали выпрыгивать солдаты. Ну, мы-то как бы... Настроение у нас было с нашей стороны очень бодрое. У нас не было ни оружия, у нас были там десяток бойцов, может человек 20, и человек 50-70. Женщины, старики, дети, это крымлы, которые нас поддержали тут же. И солдаты, значит, полностью там по-боевому выстроились в цепь, начали наступать. Ну, это смешно выглядело, когда мы стояли так, руки в брюки, и смотрели на все эти военные, там, на эту военную операцию. Потом солдаты приблизились к нам, увидели, что оружия нету, опасности никакой нету, они автоматы. Хотя Кива там командовал со страшной силой. Они повесили автоматы себе на шею, закинули за спины и уже спокойно к нам сюда приблизились. И там Кива командовал, там что-то распоряжался, в рацию шипел там. Ну, солдаты уже так посмеиваться начали, потом закурили, а потом вообще у них энтузиазм пропал, и они там кучками разошлись. Все. А Кива пошел к машине прямой связи, давать интервью и объяснять
что он тут делает. Ну, а что он мог объяснить? Кстати, пришел что? Восстановить электричество для подачи оккупантам? Такое сказать, тогда нельзя было. Ну и он объяснял текущую ситуацию со своей точки зрения. То есть, ну, ни про что уже дальше разговоры. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Евгений Ранцев, участник энергоблокады Крыма и ветеран батальона «Айдар» был с нами на связи. А мы продолжаем разговор с Юрием Смелянским. И давайте все-таки попробуем оценить эффективность и результативность энергоблокады. Как это повлияло на оккупанта? Давайте, наверное, сейчас в первую очередь про цифры, а про то, что, к сожалению, по истечению уже 7-го года оккупации украинская власть особо не может похвастаться успехами по формированию условий будущей деоккупации территории Крыма и реинтеграции территории. Но вот как раз-таки гражданская блокада Крыма со всеми ее атрибутами, да, товарная блокада, энергетическая блокада, водная блокада, это было как раз пример очень эффективного использования инструмента экономической войны против государства-оккупанта. Не против жителей Крыма, не против граждан Украины, которые оказались в оккупации в Крыму, а именно против государства-оккупанта. Потому что гражданская блокада Крыма вынудила государство-оккупант принимать непланируемые срочные экономические решения, то есть нести дополнительные бюджетные расходы для того, чтобы компенсировать возникшие новые правила игры в вопросе оккупации Крыма, которые на практике, да, Украина навязала Российской Федерации. До этого не было. И они уже как могли вынуждены были на это реагировать. Первые цифры, которые были названы после блокады, это 900 миллионов рублей прямого ущерба. Это ущерб именно от того, что перестали поступать украинские товары и сырье на оккупированную территорию Крыма. Это первичный неподсчитанный ущерб, который был нанесен отсутствием электроэнергии. То есть остановились предприятия, не выпускали продукцию. Затем ущерб, который был связан с этим, с последствиями гражданской блокады. Необходимость протяжки так называемого энергетического хвоста, то есть кабелей под водой с материковой части России на Крым для частичной компенсации недостающих объемов электроэнергии. Это расходы, которые необходимо было понести уже для строительства 2 ТЭЦ, закупки оборудования, ну и так далее, все, что с этим было связано. Это расходы, которые необходимо было понести по перенаправлению энергетических потоков, потому что в Крыму линии электропередач были поставлены, рассчитаны на поставку электроэнергии с севера на юг, то есть с материковой части Украины и по всей территории Крыма, а теперь их пришлось переделывать с востока на запад. Ну и ряд еще других дополнительных расходов, которые вынуждены были нести оккупанты, которые они не планировали, рассчитывая на то, что до нужного им момента товары, сырье, электроэнергия и так далее будут поступать на оккупированную территорию Крыма из Украины. Вот по сути гражданская блокада превратила эти надежды оккупантов в ничто. Но вот некоторые элементы блокады все-таки оккупантам и некоторым жителям материковой Украины удается обходить. Вот сегодня пришла новость о том, что Служба безопасности Украины прекратила схему поставок в оккупированный Крым украинской продукции.
один из ведущих, как пишется в сообщении, украинских производителей керамики поставлял свои товары в Россию дочерней фирме, а оттуда она уже отправлялась в оккупированный Крым. То есть, Совершенно верно, вы привели правильный пример, и таких примеров можно приводить в определенном объеме, потому что украинские товары продолжают продаваться на территории оккупированного Крымского полуострова. Но это уже вопрос политики, который формирует украинская власть. Потому что, как же вы сами сейчас сказали, да, вначале товар поступает на российскую просто территорию, а оттуда уже на территорию оккупированного Крыма. В июне 2016 года проходили парламентские слушания по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма. Были приняты тогда рекомендации. Вот один из пунктов рекомендаций звучал, что необходимо разработать и Кабинету министров, и Верховной Раде Украины и принять законопроект об особенностях экономических отношений с оккупированными территориями. То есть суть вопроса в том, чтобы на уровне производителя украинской продукции предусмотреть невозможность на законодательном уровне, невозможность попадания украинских товаров, производимой украинской продукции на оккупированную территорию Крыма. Я сейчас даже не буду говорить о необходимости вообще прекратить экономические отношения с Российской Федерацией. Это логично в условиях войны. Мы говорим именно об оккупированной территории Крыма. По сути, делается это очень просто, когда на законодательном уровне принимается решение об ответственности украинского производителя за конечную точку продажи той продукции, которую он произвел. Ведь на сегодняшний день при отсутствии подобных ограничений это тоже можно отнести к санкционным ограничениям, это тоже инструмент экономической войны. О чем говорят украинские производители? Ну, мы же продали там российской компании. Не запрещено ж торговать с российскими компаниями. А куда они поставляют продукцию, нам уже неизвестно, мы за это не несем ответственности. Ведь именно вот подобные недоработки и привели к тому, что в условиях санкций, скажем, турбины Сименса оказались в Крыму на ТЭЦ для производства электрической энергии. Как раз таки они были. Есть представительство или филиал компании Siemens на территории Российской Федерации. Турбины проданы в Россию, Россия их через другую компанию, через третьи, четвертые, пятые руки перепродает на уже оккупированную территорию Крыма. И вроде все возмущаются, ну, кому положено возмущаться, а другие потирают руки от удовольствия, потому что решили ту проблему, которую необходимо было решить. Вот как раз-таки на уровне Украины, да, на уровне инициатив с точки зрения развития экономического давления на оккупированную территорию и на государство-агрессора как раз-таки и предлагалось вот внести вот такие нормы, которые бы лишили возможности украинских производителей поставлять свои товары таким образом, чтобы они как конечная точка продажи попадали на оккупированную территорию Крыма. Но, увы, на сегодняшний день ни один пункт практически тех рекомендаций парламентских слушаний 2016 года властью не выполнен. Но по-прежнему для оккупантов непосильной задачей остается водоснабжение полуострова. Если ТЭЦ построили, если там способы, как торговать с Украиной, они находят, то вот решить проблему с водой они не могут, хотя и выделяют огромные деньги. Вот только 8 октября российское правительство выделило 6 миллиардов рублей на строительство и капитальный ремонт объекта водоснабжения в оккупированном Крыму, разработку артезианских скважин. Большая часть этих денег пойдет Министерству обороны для решения проблем с водой в оккупированном Севастополе как основной базе военной российской армии. Кроме этого, еще планируется потратить 50 миллиардов рублей на уже такой, как они называют, комплексный план обеспечения надежного водоснабжения полуострова. То есть это еще под 100 миллиардов. Вот ваш прогноз, удастся ли россиянам
решить проблему с поставками воды в оккупированный Крым? Ну, прогноз первый. Деньги освоить удастся. Прогноз второй по поводу воды. Нет, ничего не удастся. Ну, в реальности, чтобы потом можно было честно заявлять, без всякой там, да, натяжной брехни, в которой россияне очень профессиональны, о том, что проблема водоснабжения Крыма решена. Если говорить о использовании тех подземных ресурсов, да, то есть ресурсов подземных горизонтов пресной воды, которые есть в Крыму, которые пока еще остались в Крыму. Это источник иссякаемый, по крайней мере, теми темпами, которыми уже сегодня добывается вода, и то, что вы привели в качестве информации примера, что выделяются деньги, еще больше дырок насверлить на территории Крыма, чтобы этой воды из подземных горизонтов добывалось еще больше. Да, на какое-то время короткое там, увеличится объем, которым сможет располагать оккупационная власть в пресной воде. Но воду то заберут из-под земли быстро, она не пополнится. На сегодняшний день вот та ситуация 2020 года, которая уже сложилась, в Крыму мы имеем пересохшие флотные реки, в Крыму мы имеем исчезновение родников в Крымских горах, в Крыму мы имеем пересохшие водохранилища полностью или пока еще частично. Ну и понятно, да, как следствие графики подачи воды и так далее, и так далее. Прожектов на решение проблемы давалось очень много. И вот опять же я повторюсь, если рассматривать эти прожекты с точки зрения того, что какой-то условный Ротенберг будет осваивать бюджетные деньги, которые будут выделены в качестве компенсации или за потери от санкций или платы за лояльность действующей кремлевской власти, да, в этом вопросе они умеют это делать, и они все это сделают. Если говорить о реализации прогнозов или прожектов, так правильно, которые они дают в виде обещаний жителям оккупированной территории Крыма, ну, по опреснению уже столько много говорилось, и сами российские эксперты в результате признали, что теми энергетическими ресурсами, которые сегодня обладает Крым, решить проблему невозможно. Это энергозатратный процесс. Решить проблему через технологии, которыми сегодня обладает сама непосредственно Российская Федерация, то есть ей не надо думать, как обойти санкции. Проблема не решена. Последнее, о чем громко стали говорить, это прожект о переброске воды речки Кубань в Крым. При этом это не первый подход. В 2014 году эти прожекты уже давались, но за почти 7 лет оккупации никто с ничего толком так и не сделал. Но речь идет в том числе и о каких-то опреснительных установках, не только о бурении новых скважин. Не, вы знаете, значит, опреснительные установки запускались в Крыму. Ну, во-первых, опреснительные установки в Крыму работали еще до оккупации в советское время. Ну, технологически они были, понятно, устаревшие. Мы о факте, они работали. В Первомайском районе в качестве пробного проекта запускалась опреснительная установка. И, если мне память не изменяет, году в 16-м оккупанты очень много об этом говорили. Вот, мы сейчас запустили, мы покажем, как будут решать эту проблему. Сегодня о ней никто не вспоминает, потому что практически она не работает, как раз таки именно потому, что построена она была в селе Первомайского района, а электроэнергии не хватает. Ну а сегодня, значит, заговорили уже про, опять же, вернулись к вопросу кубанской воды. Но еще в 2014 году
Я даже не буду говорить о расчетах, которые звучали в Украине, я буду говорить о том, о чем говорили российские эксперты. Водный баланс по реке Кубани, тогда они в 2014 году оценивали где-то примерно в минус 20% необеспеченность. Вот уже в октябре текущего года местные СМИ Краснодарского края, там, Кубани и так далее писали о том, что в 2020 году в регионе Кубани засуха, которой не было последние 50 лет. Пересохли многие водоемы в Краснодарском крае, в Новороссийске, в Геленджике, в Сочи, обмелели реки, обмелели озера, исчезли, вернее, так правильно сказать, водопады, которые были объектами для туристов, сегодня их нет. Например, приводится пример 3 водопада Агурских, это в Сочи, которые просто пересохли. Обмелела река Кубань, обмелела ряд других рек, которые питали в том числе питьевой водой города региона Южного федерального округа, материковой части России. Поэтому говорить сегодня всерьез о том, что при недостатке воды там можно решить крымскую проблему с снабжением водой, ну, это наивно. Хотя при этом повторюсь, что целесообразность — это не тот вопрос, который используется кремлевским руководством при принятии решений. Благодарю вас. Благодарю за то, что были с нами на связи. Юрий Смелянский, эксперт Майдана иностранных дел, о ситуации с блокадами и влиянием на экономику России. Сейчас мы поговорим о другой проблеме, с которой столкнулись жители оккупированного полуострова. Это неспособность оккупационных властей справиться с пандемией коронавируса. И вот только сегодня стало известно о том, что за прошедшие сутки в оккупированном Крыму, это вместе с Севастополем, там зафиксировали 282 новых случая коронавируса, и 7 человек умерли от последствий этой болезни. На материке же власти ввели карантин выходного дня. И несмотря на запрет работы торговым точкам, кроме продуктовых, статистика по-прежнему очень высокая, 10 с лишним тысяч человек за сутки. Но вот, правда, 12 тысяч, меня поправляет редактор, 12 тысяч человек за сутки. Но, как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пока еще рано делать какие-то выводы, потому что невозможно на следующий день после карантина говорить о его результатах. Вот давайте послушаем, что он сказал. На минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було так собі. Для нас важливо виконати всі правила і дотримати всі правила саме карантину вихідного дня. А с нами на связи Семен Кабакаев, координатор громадянской инициативы «Стоп террор», и Олег Ярошевич, лидер партии «Разом сила». Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы оцениваете ситуацию с действиями наших властей по борьбе с коронавирусом? Ну, давайте по очереди. Вот, Семен, с вас начнем. Ну, дивіться, у нас пройшло вже фактично півроку з моменту першого локдауну, тобто карантину, який був введений жорсткий. І ми побачили купу негативних наслідків дій влади, починаючи з ухвалених законопроєктів в Верховній Раді, коли «Слуги народу» фактично скопіювали закон, який пропонував президент Порошенко, а потім переробили на власний розсуд і сказали, що ми тільки свої будемо вносити. Тобто не задіяли всі сили в парламенті для протидії. Після цього
почали вводитись неправильні режими дотримання. Тобто, ви пам'ятаєте, коли це людей казали не виходити в парк, носити з собою паспорт. Ну, це абсолютно не потрібно було, я вважаю так. І потім ми побачили, що той бюджет, який був прийнятий слугами, тобто той секвестр бюджету, який був переглянутий, він фактично не пішов на боротьбу з ковідом, або, якщо бути точнішим, пішов, але не в повному обсязі. І він почав витрачатись на дороги. Ну, тобто про це Володимир Зеленський постійно каже. І каже, що це нормально. В свою чергу виходить пан Уманський і заявляє, що 40% цих грошей розкрадено. Тобто ми для себе теж галочку повинні поставити. І тут я вже зі свого досвіду хочу вам додати. У мене дуже багато друзів в різних регіонах, так як ми займаємося питаннями безпеки. А фактично пандемія коронавірусу – це теж питання безпеки, і ми координуємося з іншими регіонами, допомагаємо один одному. І я вам хочу сказати, що ситуація в регіонах України катастрофічна. Якщо ми говоримо за Київ, і тут ще більш-менш чогось вистачає, або є швидкий доступ до складів, то в регіонах дуже погано. Кислороду, кисню немає, пульсоксиметри не закуплені, ШВЛ за півроку не були закуплені. В лікарнях не вистачає лікарів. Ті гроші, які повинні були на лікарні йти на доплату лікарям, 300% виплачені не всім. Страхування медикам не виплачено. І тобто є ще довгий список того, що не зробила нова влада. І я не хотів би виступати критиком в даному питанні, тому що я вважаю, що навпаки успіх Володимира Зеленського – це наш з вами успіх, тому що ми почували б себе безпечніше, але на превеликий жаль, ми не почуваємо себе безпечно. Я вчора спілкувався з людьми на виборчих дільницях, явка дуже маленька, люди не хочуть йти, тому що бояться, що буде зараження, і більш того, потім вони не можуть розраховувати на лікарню, ви розумієте? Тобто вони не так бояться заразитися, вони бояться те, що вони прийдуть голосувати, потім потраплять в лікарню, а їм не буде ліків, їм не буде кисню. До речі, про ліки я теж хотів би додати, що ліки новообрана влада теж не закуповує в повному обсязі. Тобто у медиків є протокол, який розроблений ВОЗ, і рекомендований перелік ліків, які рекомендуються для зняття симптомів, для лікування пневмонії безпосередньо. Ліків безкоштовних людям не вистачає. Хоча Володимир Зеленський і уряд казали, що лікувати будуть від ковіда і нададуть всі потрібні норми, і приймуть закони, якщо треба, і будуть допомагати в лікарнях. Цього не відбулося, на превеликий жаль. Але я хотів би, щоб це було. Кстати, Владимир Зеленский выздоровел и уже провел первое селекторное совещание, посвященное ситуации с коронавирусом. И вот давайте послушаем, как он оценил первые результаты карантина выходного дня. Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну, поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Олег, как вы можете прокомментировать, согласны ли вы с позицией президента? Ви знаєте, я, напевно, не буду більше оцінювати позицію президента, але більше оціню те, чого сьогодні добилося, в першу чергу, Міністерство здравоохранення, Мінздрав, і те, що сьогодні відбувається з підприємцями, з тими людьми, які залишилися на вулицях. Ви розумієте, що локдаун вихідного дня, він якраз стосується більше підприємців, малих та середнього бізнесу. Це їх сьогодні просто позбавили можливості, скажімо так, навіть на существування. Тому що якщо зараз оцінювати саму позицію уряду, влади до малого бізнесу, до того, що відбувається, навіть не потрібно розказувати, куди були виведені ці мільярди гривень із фонду пандемії на рахунок ремонту доріг. Але саме велика проблема в тому, що сьогодні саме малий бізнес, малий та середній страждає від того, що локдаун касається саме їх. Тому що давайте уявимо, що середній бізнес і малий – це все-таки, люди, які в більшості своїй, починаючи з 90-х років, привикли самі себе захищати, забезпечувати, і їм забороняють сьогодні виходити саме в вихідний день на ті ж самі ринки, торгувати в відкритих
регіонах, і їм сьогодні просто-напросто не вистачає можливостей для, ну скажімо так, здійснення своїх фінансових операцій. Да? Сьогодні потрібно вводити якісь заходи щодо локалізації процесів, але держава сьогодні не бере, вона бере функцію рекомендацій, да? Тобто не можна торгувати, не можна працювати, не можна виходити, не мають працювати ресторани, бари, але чомусь ніхто не говорить про компенсацію, яку має забезпечити держава для того, щоб абсолютно підтримати тих людей, які сьогодні залишаються по суті без роботи. Дійсно, сьогодні дуже складна ситуація щодо кількості захворівших. Я знаю там не зі слів, а скажімо, із офіційних джерел, тому що сьогодні ведуться перемовини навіть там вже на самому вищому рівні за кордоном. Є представники, які повернулися зараз із-за кордону з гарними новинами, що нам в першу чергу можуть продати за зниженими ставками якісь вакцини, там які допомагають, не допомагають. Але це вже інша історія. І, чесно кажучи, захистити людей там вакцинами, які не мають, ну скажімо так, 100% гарантії про захист, це теж, знаєте, розмови, які можуть привести в нікуди. І дивлячись на це, знаєте, сьогодні, як на гарній монеті, з двох сторін потрібно дивитися. Держава забезпечує, або точніше не забезпечує, а забороняє і не забезпечує людей, скажімо так, захистом 100%. Він від поширення коронавірусу і забезпечення їх все-таки фінансами, щоб забезпечити їх. Ви знаєте, буквально декілька днів назад мені прислали відео, дівчинка з Америки, вона живе в Америці, там, де вона заболіла коронавірусом, і їй просто технічно присилають, мало того, що дзвонять кожного дня, мало того, що дають їй допомогу там і продуктами, і медикаментами, і супроводжують кожного дня. А товариш в мене, що зараз заболів, його навіть не взяли в лікарню для того, щоб зробити йому тест. Йому сказали, у вас температура, і ми вам не можемо нічим допомогти. От як спаде температура, переболієте, потім прийдете зробити тест. Знаєте, це така двойні стандарти, які сьогодні навіть не можна порівняти з забезпеченням держави, на жаль. Ну, наверное, не совсем моя корректно думка. сравнивать системы здравоохранения в США и с нашей системой. Это абсолютно разные бюджеты. З вашого дозволу, Романа, я додав би, що система охорони здоров'я в США не знаходиться в десятці в світовому рейтингу, до речі. Ми можемо говорити про те, що на перших місцях знаходяться країни Північної Європи, і тому система в США теж не була розрахована на ковід, на пандемію, але вони все-таки, уряд разом, не просто там Міністерство охорони здоров'я, а уряд знайшли вихід, як підтримувати звичайних людей, як підтримувати бізнеси. Я до слів пана Олега хотів би з економічної точки зору додати і сказати, якщо наші підприємці страждають від цього, від локдауну вихідного дня, то, можливо, їм треба просто взяти і допомогти, а не перекривати їм цей вінтик, вибачте, і люди не мають за що жити. Просто треба розробити план. Що повинна була зробити зелена влада? Вона повинна була розробити план і сказати, друзі, у нас тепер кожні вихідні буде карантин. Ми не будемо, нічого не буде працювати, тому що ми прорахували, що от стільки людей не захворіє, якщо закриються ці заклади. Але ми не кидаємо наших громадян, ми їм допомагаємо. Для них, точніше, є кредит, ми даємо цей кредит, наприклад, і компенсуємо все, що є. Допомагаємо бізнесу, допомагаємо утримати ці робочі місця. І вихід є дуже простий. Але питання в тому, що це треба сісти і зробити. Питання, як розумію, в тому, що нема кому того робити. Но ведь когда вы говорите о компенсации... Я перепрошую, що вони мало того, що не дають можливості, точніше не компенсують нічого, то вони ще сьогодні з 1.01.21 року вводять ще РРО, яке ще ускладнить самий процес выживания. Давайте объясним нашему зрителю, что такое РРО. РРО – это касові апарати. Це касові апарати, які сьогодні нав'язують навіть там для роботи на ринку. При самій маленькій торговлі потрібно мати касовий апарат для того, щоб здійснювати, як каже сьогодні голова Комітету податкової та митної політики Гетманцев, щоб забезпечити покупця гарантіями якісного товару, йому для кожної операції потрібно видати чек. Відповідно, він таким чином хоче максимально, скажімо так, захистити покупця і дати йому можливість
відстоювати свої права. З одної сторони це дуже правильно, але з іншої сторони у нас вже десятки років в країні практикується виписання таких же самих товарних чеків на звичайному паперовому носію. Мені з іншої сторони це, знаєте, здається як продвигання свого якогось там товару. Типу, якийсь чиновник сьогодні придумав і розробив або закупив величезну партію цих РРО, да, тобто апаратів касових, яких сьогодні пихає через законодавчу ініціативу. Так, давайте приймемо ініціативу, продамо ці касові апарати, а будуть вони робити чи не будуть вони робити? Будуть з цими апаратами працювати підприємці, не будуть, то вже інша справа. Потрібно сьогодні обілетити кожного перед Новим роком. І мені здається, це саме виглядає так, тому що не готове законодавство, не досконало воно зроблене і доточене. Сьогодні, скажімо так, програмне забезпечення, яке сьогодні продають на кожен гаджет, воно не зовсім морально і технічно працює, да? Але хтось використовує це в своїх цілях і пробує знову заробити мільйони доларів на тому, щоб продати РРО. РРО – це звичайний касовий апарат, але в міні-виготовленні. Ну, с одной стороны, нет кассового аппарата, нет контроля и налогов меньше, которые могли бы пойти на поддержку, в том числе нашего здравоохранения. Ніяким чином налоги не стосуються РРО, тому що в основному малий бізнес працює на загальній системі оподаткування. Він ніяким чином не зміниться. Да, є така, знаєте, правильна процедура, яку пояснює Міністерство економіки, що потрібна фіскалізація. Фіскалізація – це видай чек, і цей чек принесе відповідальність за той товар, який ти продав. Ну, в такому форматі. Але ж, на жаль, на сьогоднішній день не завжди так буває, тому що сьогодні багато людей, які самі вирощують товари, наприклад, там, на своєму городі і торгують на базарах, ринках, відкритих площадках, ярмарках, їх теж змусять сьогодні мати РРО, це такі так називаємо портативні апарати, які будуть видавати чек за, не знаю, за грушу, за картоплю, да? І як можна буде, ну, скажімо так, фіскалізація для такого малесенького бізнесу, вона стане занадто проблематичною, тому що людям потрібно пройти навчання, зробити їм, пояснити, як здавати звітність. Сьогодні при РРО потрібно нанімати бухгалтера, тому що вони не будуть знати, як це зробити. На жаль, це дуже така складна система оподаткування, яку сьогодні хочуть одноразово, швидко нав'язати звичайному громадянину. Семен, ну вот когда мы говорим о поддержке предпринимательства, надо же иметь в виду, что бюджет этого года, он уже не выполнен, дефицит там сотни миллиардов гривен, и до сих пор не принят бюджет следующего года. 1 декабря он должен быть вроде как утвержден, но уже все говорят, что эти сроки не будут соблюдены. Вот как из этой ситуации выходить? А давайте повернемось на 1,5 роки тому, в початок передвиборчої кампанії Володимира Зеленського, і згадаємо, що він обіцяв з економічної точки зору зробити. Він казав, що буде економічна лібералізація. І це окей, це нормально, це коли ми відкриваємо для себе ринки, ми даємо пільги нашим підприємцям, ми відкриваємо додаткові можливості для бізнесу, щоб бізнес розвивався, щоб створював робочі місця. Тому що найбільший інвестор в економіку державу – це внутрішній інвестор, це не зовнішній інвестор. Тому Володимир Зеленський обіцяв, що для внутрішнього, для зовнішнього інвестора, для всіх він обіцяв, що буде все добре. Що ми маємо станом на зараз? Ті потуги, які намагався робити Милованов з приходом Шмигаля, всі скасувались. Я їх зараз не берусь оцінювати, тому що нічого, по-перше, не було реалізовано, а по-друге, ну там є дуже багато питань. Але принаймні там люди думали про лібералізацію. Я не кажу, що вони її втілили. Ні, вони про неї хоча б думали. Тепер ми бачимо, що прийшов уряд Шмигаля, і він взагалі нічого не робить. І зараз ми бачимо, що є ситуація безпосередньо з ФОПами. І це ж, розумієте, це один усього сегмент. Коли ми говоримо про лібералізацію, це не означає, що треба на когось навантажити ці касові апарати і потім казати, що ми там прибуток будемо додатковий мати і так далі. Ні. Тут
повинно бути вироблено комплексне рішення для всіх інвесторів, для всього бізнесу і задовольнити потреби всього бізнесу, щоб бізнес не страждав від того, що до нього прийде СБУ, що до нього прийде МВС, податкова і інші органи, які трясуть з нього гроші. Щоб бізнес спокійно працював, платив податки, саме головне – платив податки, тому що у нас 50% економіки в державі в тіні. Нам треба цю економіку з тіні виводити. Для того, щоб вивести економіку з тіні, треба створити приємні умови для людей, щоб вони не в конверті, вибачте, платили зарплату своїм працівникам, а це було легально. Ці умови не створені. Подивіться, будь ласка, найяскравіші випадки. Зелена влада казала, що буде боротися з вирубкою лісів, з бурштином, з контрабандою. Хоч щось зробилось, от у мене є питання, і відповідь теж є, нічого не зробилось. Тому що говорити в передвиборчій кампанії – це одне, а коли доходить справа до реальних дій, до прийняття стратегії, тактики, тут, вибачте, вони обділались. І обділались дуже гарно, так що у людей зараз зарплата з початку карантину, я знаю особисто, у мене є мої працівники, є мої друзі, які працюють на підприємствах, є люди, які бізнесом займаються. Доходи впали, зарплати на 30%, як півроку тому зрізали, так і тримають. Тобто зарплати не повернули до минулого рівня, як навіть півроку тому було. У нас є економічно страшна проблема, у нас є діра в бюджеті, нам її нема чим заповнювати. Внутрішньому інвестору ці передумови не створені, зовнішні не заходять, тому що ситуація в країні нестабільна і вони не розуміють, куди вони йдуть і хто їх буде захищати. Вот тобто ми маємо проблему і на внутрішньому сейчас... ринку, і на зовнішньому. Как раз о бюджете мы сейчас можем поговорить с Арсением Пушкаренко, народным депутатом, членом комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Я благодарю вас, Семен, за то, что были с нами в эфире. И вопрос у меня к Арсению Пушкаренко. Вот, добрый вечер. Добрый вечер. Вот как вы оцениваете дыру в бюджете, о которой мы сейчас говорили? Действительно ли это катастрофическая сумма, которую мы до конца года не сможем найти? Ну, дивіться, я не чув всієї вашої дискусії, але абсолютно ми знаємо цю цифру, вона на сьогоднішній день є. Це порядка 300 мільйонів гривень. Але, що я хочу сказати по кінцю року? Значить, в зв'язку з ситуацією в країні, я хочу сказати, що в нас значна частина коштів залишається невикористаною. До речі, МОЗ, Міністерство оборони, те ж саме Агентство автомобільних доріг державне, є якраз в трійці лідерів по невикористаним коштам. Тобто я хочу сказати, що в нас і так фактично по кожному відомству тих чи інших причин не встигли тендери провести, ще щось там не вийшло. Тому це раз. Два. Ми бачимо, що нам вдасться навіть без траншу МВФ на внутрішньому ринку здійснити запозичення. Третє, я думаю, що якщо в нас ще попрацюють відповідні органи, також ще будуть надходження до бюджету. Тобто ми вийдемо на реальний дефіцит бюджету порядка 100 мільйонів. 300 мільйонів на сьогоднішній день, так, це прогноз дефіциту, але це прогноз, і ця цифра буде втричі менше. А если переговоры с МВФ не произойдут удачно, чем мы будем покрывать дыру в бюджете? Ну, дивіться, ті зараз чинники, які я назвав, тобто вийти на дефіцит до 100 мільйонів, до речі, в принципі, я відверто вам скажу, як член бюджетного комітету, ми цей дефіцит передбачали, тому для нас це не критичний дефіцит. Звичайно, що наше завдання, щоб бюджет був збалансований, ну, але бачите, в яких реаліях сьогодні знаходиться не тільки Україна, а весь світ. Тому кінець року ми можемо закінчити без МВФ, без їхньої допомоги. А що стосується підтримки подальшої МВФ, ви знаєте, що в принципі прийнято рішення про те, що країнам, таким як Україна, які дуже залежні,
від підтримки міжнародних інституцій, МВФ, Світового банку, інших програм, будуть заморожуватися або передивлятися умови цих коштів і цих програм, які діють. Тому тут однозначно наша позиція, що нам треба спілкуватися і просити про перегляд умов і більш лояльної підтримки з боку МВФ, але як би там не було, підтримка міжнародних інституцій нам вкрай важлива. Тому що якщо ми сьогодні відмовимося, не дай Бог, від програми МВФ, ми розуміємо, що ми втратимо не тільки підтримку по іншим програмам, але і втратимо інвестиції, тому що це буде маркер, що ми є неплатоспроможні. Цього допустити не можна. Тому коли і весною 2014 року, і цією весною говорили про дефолт, то ми просто в очах не тільки наших кредиторів, але й в очах інвесторів і бізнесу, і тих грантових програм великих, які є в ЄБРР щодо України, по багатьом, і Світового банку по багатьом програмам. Ми просто виявимося на майбутнє, на найближчі 5-7 років не цікавими. Тому нам сьогодні наше завдання з МВФ все-таки проговорити в зв'язку з цими умовами більш лояльні умови і поступки з їхнього боку. Я очікую все-таки реалістично транш МВФ вже після Нового року. А как вы прогнозируете принятие бюджета? По оценкам ваших же коллег, 1 декабря, как это положено по срокам, этого не произойдет. Будет новогодняя бюджетная ночь в парламенте? Дивіться, це дуже багато говорять. Деякі колеги взагалі розказують, що бюджет не буде прийнятий, ми будемо жити по 1.12. Це все, вибачте мене, балачки, я навіть не хочу їх коментувати, тому що це абсурд. На наступному пленарному тижні, який відбудеться на наступному тижні, перший тиждень грудня, ми приймемо бюджет в другому читанні, доопрацьований згідно доручення Верховної Ради Кабінетом міністрів. Я сподіваюся, приймемо його одразу і в цілому без третього читання. Я відверто вам скажу, бюджет мав бути прийнятий і на минулому тижні, але ми були готові. Але в зв'язку з хворобою голови, першого заступника голови Верховної Ради, багатьох наших колег, які хворіють з різних фракцій, в тому числі з нашої фракції, багато колег, ми відтермінували на 2 тижні прийняття бюджету. Але я сьогодні не бачу проблем з прийняттям бюджету, тому що в першому читанні 275 голосів, достатньо впевнено. І я впевнений, що в нас будуть голоса, в нас буде підтримка, а те, що ми трошки змістили прийняття бюджету, це об'єктивні чинники. Але я бачу в цьому невеличкий позитив, те, що уряду більше часу доопрацювати спільно з народними депутатами доручення Верховної Ради щодо бюджету, тому що дуже багато тих пропозицій, правок, які подавали і міністерства, і народні депутати, і комітети фракцій, не були враховані до першого читання, в зв'язку з тим, що бюджет має бути збалансований. Це час був його покращити бюджету, він буде прийнятий. Я взагалі не бачу в цьому ніяку проблему. Тому ніякої там новорічної ночі не буде. Він буде прийнятий на першому тижні грудня, в другому читанні і, сподіваюся, одразу в цілому. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Арсений Пушкаренко, народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. А мы переходим к обсуждению событий в Беларуси. Обычно там события актуализируются к понедельнику, потому что там акции протеста, как ни странно, происходят только по выходным. И вот этот протест, растянувшийся во времени, приводит к тому, что президент Лукашенко остается на своем посту, несмотря на то, что там были обнаружены многочисленные нарушения во время голосования. Но действия оппозиции не привели к его отставке, а приводят пока лишь только к массовым протестам. И вот вчера, 22 ноября, за участие в протестных акциях в Беларуси были задержаны 345 человек. Все они находятся в изоляторах временного содержания. А МВД Беларуси добавили, что некоторые митингующие вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения, что наиболее активных из них задерживали с применением спецсредств. Вот
такие вот оценки, как всегда, дают руководители всегда, когда комментируют протесты, а люди называют свою акцию маршем протеста. Они шли по центру они шли маршем против фашизма, протестуя против беспредела силовиков, которые очень жестоко пресекают акции протеста в Беларуси. И вот об этих событиях мы поговорим с Владимиром Дубовиком, директором Центра международных исследований. Ой, я прошу прощения, Юрий Губаревич с нами на связи. Белорусский политический и общественный деятель, лидер движения «За свободу». Юрий, как вы оцениваете такой способ протеста, когда люди выходят на выходных, а по понедельникам расходятся по домам, на работу? И это сколько еще может вот так тянуться, и к чему это приведет в итоге? Ну, во-первых, стоит отметить, что уже у нас 106, наверное, 107 дней протеста со дня проведения и фальсификации президентских выборов. И протесты проходят каждый день. Даже сегодня был марш пожилых людей, который прошелся центральным проспектом города Минска. Были вынуждены собрать несколько сотен, наверное, своих сотрудников, чтобы остановить этот марш людей в возрасте, переграждали дороги, пытались их каким-то образом, эту колонну, отправить на боковые улицы, но не совсем даже у них это и получалось. А каждый день протестуют студенты, медики, выходят люди в цепи солидарности в своих дворах, микрорайонах. Так что воскресенье — это скорее такая пиковая акция, которая собирает наибольшее количество участников протеста. Многие со стороны оценивают этот протест как не очень результативный, который не приводит к результату. Согласны ли вы с такой оценкой? Результат — это, конечно, уход Александра Лукашенко. Это основная цель, которую ставят протестующие. Расследование всех случаев жестокости, наказание виновных. Рано или поздно мы это добьемся, потому что, понимаете, режим Александра Лукашенко тоже был установлен не за один день или не за одну политическую каденцию. 26 лет в Беларуси фактически не было выборов, и это было единоличное правление этого диктатора. У нас нет оппозиционных фракций в парламенте, допустим, нет среди депутатов местных советов людей, которые не подконтрольны президентской вертикали. Поэтому с таким режимом приходится бороться достаточно долго и упорно. Тут не надо приводить примеры каких-то иных стран хотя бы с базовой демократией, где происходила смена режимов через выход людей на улицу, потому что Беларусь достаточно уникальна. Тут тяжело, но так или иначе эта система расшатывается. А есть определенная стратегия борьбы? То есть какой-то план? Вот сегодня мы выходим на марш против фашизма, завтра еще. И вот на какие результаты рассчитывают протестующие? Присутствие визуализация тех настроений, которые есть в обществе. При 30 тысячах уже за последние 4 месяца, наверное, задержанных, избитых, отправленных в тюрьмы, казалось бы, эти протесты должны уже давно выдохнуться, но это не происходит. Поэтому выход людей на улицу — это, конечно, важно, чтобы показать самим себе и один одному то, что да, мы продолжаем бороться, да, готовы идти на какой-то серьезный риск ради общей цели. Но есть и другие способы борьбы. Это экономические и саботаж на рабочих местах. И это повсеместно тоже происходит. И власть поставлена в тупик. Она не может противостоять людям, которые не признают Александра Лукашенко легитимным президентом и, соответственно, не стремятся исполнять распоряжения ни его чиновников. А есть потребность в лидере, который объединял бы людей, но не из-за границы, а был бы с людьми и вел бы их вперед? И кто это может быть внутри страны? Белорусы не бараны, им не нужен пастух, потому что каждый человек, который выходит на улицу, он понимает эти риски, и он идет
не ради кого-то, там, очередного лидера, который должен куда-то позвать, а ради себя самого, ради своей семьи, потому что прекрасно понимаю, что будущего при Лукашенко, если он и далее будет находиться у власти, не будет ни у кого. Да, часть людей предпочла иммиграцию, часть людей не вылазит из тюрем, но выходит на протесты. Это все равно будет продолжаться, потому что есть огромная внутренняя мотивация. При этом велика роль самоорганизации людей. Вот последний этот формат воскресный, который собрал людей именно по микрорайонам. И опять-таки благодаря тому, что протестующие уже за много месяцев познакомились между собой, создали свои группы и могут самостоятельно решать, каким образом им выходить, как это более безопасно, как объединяться, чтобы противостоять силовикам. Благодарю вас за то, что были с нами на связи и рассказали о событиях и о ситуации в Беларуси. Юрий Губаревич, белорусский политический общественный деятель и глава движения «За свободу». А мы из Беларуси переносимся в США. Там интрига, кто же станет президентом, с каждым днем становится все меньше и меньше, но тем не менее остается. И вот одна из последних новостей заключается в том, что вот Россия не поздравляет Байдена с победой до сих пор. И они там считают, что в этом нет ничего необычного. Просто у них такой политический обычай. Некоторые штаты уже отказали Трампу в пересчете, а там, где пересчет был, победил еще с большим отрывом Джо Байден. И вот эту ситуацию мы сейчас обсудим с нашим экспертом Юрием Рашкиным, депутатом окружных собраний округа Рок в штате Висконсин. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте, Роман, большое спасибо за возможность поговорить с вами и с вашими зрителями. Благодарю вас, что согласились рассказать нам о том, как продолжается избирательная кампания в США. Вот и по разным оценкам, вот по разным новостям, которые к нам приходят, мы понимаем, что победа, окончательная победа Джо Байдена все вероятнее и вероятнее. Так ли это? Вы знаете, это интересная постановка вопроса, потому что, так сказать, смотреть на это с точки зрения фактов и легально того, что мы знаем на данный момент, мы знаем, что Джо Байден выиграл, и мы знаем, что Джо Байден будет следующим президентом Соединенных Штатов. И мы также знаем, что поскольку в стране есть законы и конституция, которые соблюдаются, то у нас будет 14 декабря, мы узнаем, проголосуют выборщики официальные, и 20 января Джо Байден станет официально президентом Соединенных Штатов, когда он примет присягу, вне зависимости от того, если он это сделает перед большой толпой или, скорее всего, по Зуму, кто его знает откуда. Но тот факт, что Джо Байден будет президентом, пока что не, так сказать, не оспаривается никем, кроме президента и его нескольких адвокатов, и, к сожалению, десятков миллионов людей, которые продолжают слушать действующего президента, как будто это слово Божье, хотя факты не на его стороне. Джо Байден уже определился с кандидатурами, он уже представил свою команду, которая, вероятнее всего, займет ключевые посты в Белом доме, и определился с кандидатурами государственного секретаря и советника по национальной безопасности. Вот госсекретарем он намерен назначить своего давнего советника Энтони Блинкина, а между тем советником по нацбезопасности, вероятно, станет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон Джейк Салливан. Вот что вы можете сказать об этих людях в контексте нашей ситуации? Стоит ли ожидать какой-то поддержки нашей территориальной целостности от этих людей?
Абсолютно. Я в этом смысле рад быть здесь, чтобы, так сказать, принести, обнадежить в слушающую публику и зрителей, потому что то, что делает президент, будущий, так сказать, избранный президент Байден, он меняет тренд, потому что до этого у нас был тренд, выражением которого стал действующий президент Трамп, который на позиции послов, он боролся с профессионалами. Мало того, что он хотел, чтобы у него были только люди, которые ему лояльны были, но он еще, это был Джордж W. Буш, мы уже это видели, это представление, когда только лоялисты участвуют в правительстве. Но теперь у нас президент, который кончает свой срок, который при этом атаковал профессионалов. И вот теперь Байден собирается вернуть на это место, в эти важные позиции не каких-то рок-звезд или там представителей бизнеса, а именно профессионалов. Это выглядит относительно скучно, потому что не то чтобы Канье Уэст был там министром иностранных дел, вместо этого это будет опытный человек, который занимается внешней политикой, как вы сказали, более 20 лет. И Энтони Блинкен, суммировал свою философию в 3 словах. Он сказал: лидерство, сотрудничество и демократия. И мне кажется, что это все слова, которые должны приветствоваться вашими зрителями, потому что когда Дональд Трамп стал президентом, Америка практически отказалась от лидерства в западном мире. И, как сказал Энтони Блинкен, это нехорошо для Америки, когда Америка перестает быть лидером, потому что на это место сразу либо приходит кто-то, у кого свои интересы, либо просто вакуум, который заполняется сначала плохим, а потом хорошим. Поэтому у нас будет человек, как госсекретарь, который понимает все эти тенденции. И, конечно, это не будет премьер-министр или президент, который начнет там бомбить Москву. Но это будет серьезный сигнал. Вот новый президент и его команда всем агрессорам, включая Владимира Путина. Также надо отметить, что теперь скорее всего, будет представителем в Объединенных Нациях, Организации Объединенных Наций Линда Томас Гринфилд, который считается большим специалистом по Африке. Так что я не знаю, насколько это поможет украинской ситуации. И третий человек, как вы сказали, Джейк Салливан, он участвовал в переговорах по Ирану. Поэтому это его, видимо, сфера экспертизы. Поэтому просто наш следующий президент нашел людей, которые профессионалы, которые будут поддерживать политику, которая была при Обаме, но с определенными изменениями. Потому что мы видим, что за последние 4 года эта политика не дала тех результатов, потому что она не была продолжена Хиллари Клинтон. Поэтому сейчас у нас будет возврат, но с изменениями. Как сказал президент Байден, давайте отстроим Америку лучше. Но мы о Блинкене знаем не понаслышке. Он бывал в нашей стране. Он поддерживал разрешение предоставить нам летальное оружие, оборонительное оружие для агрессии, для борьбы с российской агрессией. И вот он даже похвалил Дональда Трампа за то, что тот все-таки разрешил нам получить джавелины. Вот давайте послушаем, что он говорил в 2017 году. Є одна життєво необхідна річ, яка може все змінити. Якщо вся команда рекомендуватиме пану Трампу скасувати обмеження щодо надання летального оборонного обладнання Києву, зокрема протитанкової зброї. Ентоні Блінкен, жовтень 2017 року. Ну вот, он сказал, что необходимо предоставить нам летальное оборонительное оружие, среди прочего, и противотанковое. И, правда, в контексте, что хорошо, что команда рекомендовала это Трампу. Да? То есть он все-таки понимал, что политику делает не совсем президент, да, а команда Трампа. Вот если говорить в контексте нашего сотрудничества с Джо Байденом и возможным новым госсекретарем, о какой еще можно говорить военной поддержке в этом плане?
Знаете, тут надо, мне кажется, просто реалистично понимать, что будет и что не будет делать профессиональный политик, президент, который хочет, чтобы Америка была на первом месте в мире, поэтому надо сдерживать и Россию, и Китай, но при этом это человек, который не собирается вводить мир в новый кризис. Поэтому я чувствую, что вместо того, чтобы, как сказать, была, значит, во-первых, надо понимать, что Украина никогда не считалась такой опасной страной на Западе, пока Дональд Трамп не стал президентом и стал нам объяснять, как, оказывается, Украина вмешивается в наши выборы. Поэтому, как только не станет президента Трампа, уже можно будет вздохнуть с облегчением, потому что это кампания агрессии против Украины. Интересно, откуда она ведется. В общем-то, в официальном порядке прекратится. Это уже большой плюс. И главное, что я думаю, что президент Байден будет пытаться сдерживать Путина на глобальном уровне, а не на уровне, так сказать, Калашникова. Но нужно делать и то, и другое. Я думаю, что давление на президенте будет намного больше. Но мы видим и слышим пока сигналы от президента Байдена, что он хочет как бы вообще все скандалы и проблемы, которые сейчас происходит, он как-то хочет их разрешить тихо и спокойно. И тут надо опасаться того момента времени до 20 января, пока Дональд Трамп не покинет Белый дом. Потому что сейчас этот мстительный человек занят тем, чтобы как бы развязать настолько много пожаров, чтобы администрация Байдена была связана по рукам и ногам и не могла как бы восстановить. Потому что сейчас говорят, будет президент Байден, он просто подпишет указ и отменит все, что нам сделал Дональд Трамп. Так вот, сейчас Дональд Трамп делает все возможное, чтобы это было невозможным. Это очень опасное время, и вот время перед рассветом самое темное. Что вы имеете в виду? Какие пожары готовит Трамп? Я думаю, что уже идет дискуссия о том, что он хочет сейчас, например, во внешней политике он выводит войска из всех стран. На внутренней политике он отказывается подписывать договоры, которые бюджет армии, потому что он, видимо, ненавидит нашу армию. Но там хотели переименовать базы из времен гражданской войны. Он очень против, потому что его ядро против. Поэтому он отказывается подписать бюджет. Он отказывается делать второй пакет помощи американцам, потому что МакКоннелл говорит, давайте, Сенат, мы просто подождем до Байдена, и там мы будем блокировать. Поэтому сейчас все эти проблемы переносятся на будущее. И также, возможно, нельзя исключить войну с Ираном, потому что президент пытается сделать все возможное, Трамп, чтобы, в принципе, не то чтобы выиграть выборы, а чтобы остаться у власти и не попасть в тюрьму. Поэтому у него как бы другие расчеты. Поэтому что он будет делать? Вот такие пожары. Он может устроить войну где-то, которая будет лимитировать возможности вернуться к сделке с Ираном. Он может нам помешать нашей армии и навредить каждому американцу, не помогая во время пандемии. Что ждет Северный поток? Не знаю, это интересный вопрос, который я просто... там другая игра, которую, я думаю, нам надо еще будет наблюдать. У нас же сейчас будет еще смена канцлера в Германии и так далее. Так что я думаю, Роман, это все-таки не моя площадка. А тогда что будет с санкциями против России? Вы знаете, насчет санкций, санкции будут, по крайней мере, наконец использоваться. Я, наверное, скажу пару слов все-таки о Северном потоке, я как-то его так не ожидал. Но мы знаем, что началась разработка при Обаме, мы знаем, что у нас есть наши цели, которые национальные, которые мы пытаемся проталкивать. Поэтому там что-то происходит, и это, так сказать, другая игра с многим интересным числом завязанных людей и целей. Но санкции против России будут, наконец, выполняться. Потому что у нас сенаторам были проведены санкции, которые Трамп отказался использовать и отказался вводить. И сражался руками и ногами за то, чтобы помочь Владимиру Путину. Когда у нас сменится президент, то, возможно, даже новые санкции будут не нужны, потому что нужно будет просто использовать и те, которые были. А насколько они эффективны? Вот есть ли понимание, как они действуют, как в США сами оценивают результативность своих санкций против России? Ну как, мы смотрим по результатам и видим, что в 2016 году Россия вмешивалась в наши выборы. Например.
Потому что нас же здесь все-таки, простите, больше волнует то, что происходит с нами. Ну, И мы безусловно. видим, что когда Россия нападает на нас, то это уже не какая-то другая страна, это здесь. И поэтому с этим надо сражаться, и мы будем смотреть, какие, так сказать, за это будут последствия, потому что последствий пока что не было, потому что российское вмешательство помогло, как бы этой чуть-чуть помогло, но было, возможно, той решающей каплей, которая помогла Трампу стать президентом. Это вопрос для историков. Но теперь, что мы будем делать, чтобы были последствия, потому что Байдену, мы уже знаем, что в 2020 году были самые безопасные выборы, и Трамп тут же этого человека уволил, который обеспечивал нам и кибербезопасность. Поэтому сражение еще не началось. Но мы знаем, что Байден хочет быть он как кот Леопольд. Ну, давайте жить дружно, ребята. Но при этом с пониманием того, что он 50 лет занимается политикой, он высокий профессионал и дипломат, и он хочет, чтобы Америка была первой страной в мире, а не и была лидером договоров и лидером alliances, всех союзов. Поэтому, в принципе, все, что поддерживает союзничество, кооперирование, демократии в мире, это будут новые ценности, которые мы вернемся к нашим основным ценностям в Америке. Благодарю вас за то, что были с нами на связи и очень объективно и глубоко нам рассказали все подводные течения, которые нас ожидают. Большое спасибо вам. Спасибо вам. Это был Юрий Рашкин, депутат окружных сборов округу Рок в штате Висконсин. Я благодарю за то, что были с нами. Это Бугунь. Не переключайте, буквально через несколько минут эфир продолжит Гульсум Халилова.